Поколение молодых всегда стремится ко всему новому, таинственному и запретному. Взрослые, занятые борьбой за выживание, не всегда успевают обратить внимание на своего ребенка. Не заметили они, как в жизнь их детей вошла непривычная для нашей культуры вещь – наркотики. По силе своего действия наркотики подразделяют на сильные и слабые наркотики. К сильным наркотикам относят такие, как героин, опиум, морфин. К слабым или мягким, как иначе их называют, наркотикам относят марихуану, эфедрин, экстази. Но и те, и другие наркотики, они приводят к изменению организма. В Абхазии употребление наркотиков принимает массовый характер. Возраст, в котором его употребляют, колеблется от 16 до 40 лет. Статистика такова. Каждый пятый пробовал какие-то наркотические вещества, а некоторые уже зависимы от них. Больше всего, особенно среди сельской молодежи, распространено курение конопли. Около 20% попробовали и периодически пробуют так называемый план. Первый раз план, конечно, начинают все с плана, думают безобидная травка. На самом деле это не так, он затягивает, а потом этого становится недостаточно. И хочется попробовать более сильный наркотик, чем план. После плана, понятно, начинается серьезный наркотик, такой как героин, черняшка. Достаточно одного-двух раз, а потом уже хочешь не хочешь, самообманом занимаешься, думаешь, один раз уколешься, не помешает, брошу в любой момент. На самом деле это не так. Ты сам не замечаешь, как тебя затягивает в болото. Все дальше и дальше. В студенческие годы, еще на первом курсе будучи, увлекались многие этим. Подвернулся случай, что предложили мне, в общем, попробовать наркотики. Попадаешь в общество, где все колятся, тебе просто интересно попробовать, что это такое. И ты, как все, пробуешь, считаешь, что ничего в этом такого нету. Один раз понюхал и все, никаких проблем. Потом начинается дальше, больше. Одного раза уже мало, той же дозы тоже уже мало, начинает подниматься доза. Потом уже нюхать не помогает, потому что нет прихода, человек начинает колоться. На улицах наших городов, на обочинах дороги, тротуаров, местах скопления молодежи часто можно увидеть пустые упаковки от лекарств. Среди подростков, школьников распространено употребление транквилизаторов. Это группа препаратов, которые в медицинских целях используют для больных, страдающих неврозами. Подростки же употребляют эти препараты в больших количествах. В результате появляется ощущение эйфории, блаженства. Но, к сожалению, многие из них не знают, каковы последствия употребления транквилизаторов. Так как в Абхазии еще не принят закон о наркотических средствах, в любой аптеке подросток может приобрести лекарства, входящие в список наркотических. Употребляя эти вещества в чистом виде, в больших дозах, молодые люди пытаются заменить ими наркотики. Употребление психоактивных токсических веществ приводит к снижению памяти, развивается так называемый психоорганический синдром. Эмоции становятся несдержанными, дети становятся легко возбудимыми, они перестают учиться, ходить в школу. Дальше развивается физическая зависимость, когда эти люди испытывают страшные боли, испытывают ломоту в суставах, бессонница, раздражительность. Есть способы избавления медицинскими способами с помощью определенных процедур, определенных лекарств, которые там избавляют от
тяжелых переживаний и ощущений во время абстинентного синдрома. Но главное – это, конечно, психологическая зависимость. В Абхазии из тяжелых наркотиков употребляют в основном героин, и последствия от него самые серьезные. Человек, употребляющий героин, на первом этапе чувствует себя отлично. Ему кажется, что он нашел высший источник удовольствия. Он не чувствует себя больным. Расплата приходит позже. Я начала колоться случайно. Я прилетела отсюда в Москву, все мои подруги кололись, и все вроде бы скрывали. И для того, чтобы я как бы не была белой вороной и как бы не отходила от них, потому что я была близкая подруга, мне предложили. Я долго и усердно отказывалась, но в конце концов я решилась. Укололась я первый раз метадоном. Я приняла сильную дозу. 3 дня я была в полном отрубе, даже трудно сказать, в каком состоянии я была все эти 3 дня. И вот решил попробовать уколоться. И потихоньку уже дальше больше, дальше больше. Почему-то всегда казалось, что не такая уже это и страшная проблема. Первый раз там раз в месяц, там 2 раза в месяц, 3 раза. Потом чем дальше, тем уже больше и больше. И думаешь, да все это вранье, что говорят, что там пишут и что об этом говорят. Ты прекрасно можешь это в любой момент бросить. Но зато, когда есть возможность, ты уже от этого не отказываешься. Потом проходит достаточно большое количество времени. Потихоньку ты, когда осознаешь, что ты уже без этого не обойдешься, то уже как бы становится поздно. Организм наркомана, привыкший к наркотику, начинает требовать его все больше и больше. Дозы повышаются уже не столько для того, чтобы получить наслаждение, сколько для того, чтобы заглушить физическую боль. Это период страшных ломок. Люди, которые привыкли колоться, они уколят 1 раз, 2 раза, 3 раза в день. Могут уколоться на $1000 в день. Хотя это очень дорогое удовольствие, потому что грамм метадона стоит $300, грамм героина стоит $50. Вот. Люди, которые колятся метадоном, они опухают, то есть считаю, они, то есть практически не люди. Дальше уже начинается то, что им нужно не для того, чтобы уже кайфовать, а для того, чтобы уже жить, просто жить. Нормально двигаться, нормально жить, потому что ломки – это ужасно. Не можешь найти себе место, тебя выкручивают руки и ноги. То есть хочешь вырваться из своего организма, но не можешь. То есть надо просто принять, чтобы тебе стало легче. Ломка – это вещь ужасная. Болит поясница, болит не только поясница, болит все. Ты не можешь понять, что у тебя болит. Тебе не помогает ничего, тебе не до чего, у тебя руки опускаются. То есть ты чернеешь, пена со рта. Это ужасная вещь. И кости болят, и выворачивает, и если у человека со здоровьем тем более не важно, то если какой-нибудь орган у него болеет, то это в 2 раза больше влияет. И каждый раз, когда вот происходит эта ломка, человек теряет очень много здоровья при этом. При передозировке наркотиками непосредственной причиной смерти является остановка дыхания. Мы находимся в отделении реанимации Республиканской больницы, куда поступают больные, в частности наркоманы, в крайне тяжелом состоянии. Если не оказать своевременную медицинскую помощь, они могут погибнуть. При поступлении чаще всего они бывают без сознания, с нарушенным дыханием или же вообще без признаков дыхания.
пульс может отсутствовать или же бывает слабого наполнения, кожные покровы синие за счет того, что нарушено дыхание, зрачки узкие, без какой-либо реакции на свет. Зачастую бывали случаи, когда один и тот же наркоман, которого неоднократно мы вытаскивали из того света, через определенное время, через месяц, 2 или даже полгода, поступал опять в крайне тяжелом состоянии в наше отделение. И вот тогда задумываешься, а стоит ли вообще оказывать им эту помощь, потому что помощь дорогая. Это отрываешь все медикаменты от больных, от других больных, которые, может быть, в данном случае нуждаются большим. Если говорить о сегодняшней Абхазии, то проблема наркомании, конечно, тревожит и наше государство. И, к великому сожалению, на улицах наших городов мы видим людей, которые страдают этим страшным недугом. Постановлением Кабинета министров был создан наркологический диспансер, республиканский диспансер. В этом диспансере проходят лечение, консультацию, диагностику наркозависимые больные. Сухумский наркологический диспансер недавно начал свою работу. Здесь на учете пока состоит всего 25 человек. Они прошли стационарное лечение, которое обычно длится 15-20 дней. Незаметно для себя человек, употребляющий наркотики, превращается в законченного эгоиста. Окружающие его люди становятся средством, инструментом нахождения денег для покупки очередной дозы наркотика. Все остальные стороны жизни перестают их интересовать. Так начинается деградация личности. И самое страшное, что когда пытаешься найти какую-то замену, какой-то интерес, который мог бы по своей силе сравниться с наркотиком, то часто обнаруживаешь, что эти люди действительно мало чем интересуют, очень трудно зацепиться, трудно найти то, что их очень глубоко. На первых порах происходит организм. Человек становится зависимым, и эта зависимость делает его нечувствительным к страданиям человеческим целям. Спектр его интересов суживается. Вначале человеку кажется, что он контролирует ситуацию, когда захочет, может бросить. Но постепенно он осознает, что становится рабом наркотика, и только тогда человек понимает, какая у него была жизнь раньше и какой она стала сейчас. Увлекался спортом, а потом, то есть нет, тебе это уже не интересует. У тебя только на одно работает. Где найти, чтобы взять, принять. И стало легче в данный момент. Работать не можешь. Утром встаешь, тебе плохо, какая может быть работа? Думаешь, в любой момент брошу. Не хочется, не сделаю, но это не так. Все время тянет, и то есть волей-неволей получается, ты так сам не хочешь, у тебя мозги думают, не буду, а сам делаешь. Я работала, было у меня все нормально, денег у меня было валом, то есть я помогала и близким, и родным, денег хватало, зарабатывала я очень хорошо. Потом вот когда я начала колоться, считай, все деньги уходили на лекарства, потому что $50 в день – это грамм героина. Вот, мы брали на троих, нам не хватало, каждый день уходило по $150.
Как я могла работать, если я утром просыпалась и меня трясло, меня колотило, мне надо было сначала уколоться, а потом уже идти дальше. То есть я могла в открытой майке выйти на улицу. Мне было ни жарко, ни холодно, то есть для меня было все одного цвета. Меня никто не трогал, никто не волновал. Даже если был бы пожар, я бы, наверное, не обратила внимания. Если у здорового, нормального человека есть какие-то интересы, есть какая-то цель, стремиться к чему-то, достичь чего-то и так далее, то у больного, у наркомана, единственная цель – это достать вот наркотик. Ничего в жизни уже не интересует тебя. Наркомания заканчивается глубоким слабоумием. Это период, в котором нервная система вообще не способна выполнять свои функции без наркотика. Только дожить до этого периода удается единицам. Большинство умирает гораздо раньше. Наркомания – это беда, которая может прийти в любую семью. И когда эта трагедия приходит, то страдает вся семья. И родители, и жены, и братья, и сестры, и дети. После того, когда развивается наркомания, лечение ее очень сложно. Были случаи, когда родители отправляли своих детей в различные клиники, в Бишкек, в Москву, тратили огромные суммы денег. Но, к сожалению, излечить бывает очень сложно. Наркоманы, как социальная среда, опасны тем, что вовлекают в свою среду здоровую, нормальную молодежь, создавая вокруг образ модности, современности. Но все вы со мной согласитесь, что это опасно для каждого человека в отдельности и для общества в целом. Прямое внутривенное введение наркотика опасно само по себе. От частых уколов героина и попадания на стенки сосудов токсических веществ, которыми торговцы разбавляли порошок, вены слипаются. Обычно героин разбавляют сахарной пудрой, мелом, тальком и даже стиральным порошком. У человека, употребляющего наркотические средства, происходит разрушение нормальных клеток организма. Страдает весь организм. Если это молодой возраст, нарушается развитие организма, страдает интеллектуальная сторона, страдает гормональный фон. Зависимость от наркотика разрушает полностью психику человека. Кроме того, токсическое воздействие, ядовитое воздействие вещества отражается на состоянии печени, на состоянии его внутренних органов. Наркомания является одним из факторов риска такого заболевания, как СПИД. Очень часто наркоманы используют один шприц. К сожалению, купить новый шприц им не хватает либо денег, либо времени. Это приводит к тому, что они могут заразиться таким заболеванием, как СПИД, ВИЧ, инфицированными быть. И не только ВИЧ опасен, но и такие заболевания, как гепатит, болезни печени, сердца. В мире каждый день заражается ВИЧ-инфекцией 16 человек. Такова международная статистика. Пораженные ВИЧ-инфекцией проходят различные стадии заболевания, включая поражение головного мозга, что ведет к изменению его психического состояния, вследствие чего он способен заражать умышленно. Это называется СПИД-терроризм. Наркоманы становятся носителями вируса гепатита С. Он коварен тем, что не проявляется внешней желтухой и вообще дает мало симптомов. Заболевание течет много лет и приводит в конечном итоге к смерти. Уничтожить этот вирус, вывести его из организма необычайно сложно. Делается это только в крупных лечебных центрах, и обходится такое лечение в 5-7 тысяч долларов. В условиях Абхазии мы впервые встретились
с носителями ВИЧ-инфекции у больного, злоупотребляющего наркотиками. И таких случаев было несколько. К сожалению, количество лиц этих будет увеличиваться. Но есть еще сывороточные гепатиты, которые попадают в наш организм через кровь. И группой риска, особенно подверженными этим заболеваниям, являются наркоманы, лица, которые систематически употребляют наркотики. Эти гепатиты протекают значительно более тяжело, чем гепатит А. Оставляют после себя тяжелые последствия. Очень часто результатом заболевания этими гепатитами является цирроз печени и рак печени. Бывают также и смертельные случаи. Большинство наркоманов болеют СПИДом. Это происходит не только вследствие того, что они используют грязные шприцы, но и вследствие того, что чистые наркотики поступают заведомо заправленные ВИЧ-инфекции. Это делается с целью уничтожения генофонда. То есть в нашу республику, точно так же, как и в другие страны, поступает заведомо инфицированный порошок. Сегодня в Абхазии официально зарегистрировано более 50 ВИЧ-инфицированных. Это те, кто обратился за помощью. А сколько ходит среди нас, заболевших этим неизлечимым недугом, не подозревающих об этой болезни. Для маленькой Абхазии это трагедия, ведь число ВИЧ-инфицированных растет с каждым днем. Отягощенная наследственность – один из факторов риска наркомании. Если у родившегося ребенка кровные родственники, мать, отец, дедушка или бабушка были в прошлом наркоманами или алкоголиками, то у него есть все шансы стать наркозависимым в будущем. Фактор риска велик, он составляет 15%. Происходит передача информации генов потомкам, и поэтому родители в ответе за своих детей. Все пороки, которые связаны с наркотиками и с приемом наркотиков, сразу видим мы, акушер-гинекологи, видим с первого дня рождения ребеночка. Как обычно, такие дети развиваются очень плохо, отстают в своем развитии от своих предшественников, от своих ровесников. И при рождении мы у этих детей зачастую видим пороки развития. Чаще всего эти дети рождаются с родовыми травмами. Эти дети развиваются плохо, и впоследствии это отражается на их умственной способности. Наркомания оказывает серьезное влияние на криминогенную обстановку в республике, особенно в части имущественных преступлений. Это кражи, разбои, грабежи, угоны автотранспорта. Ради того, чтобы чувствовать себя нормально, просто вот как обычный, нормальный, здоровый человек себя чувствует, вот чтобы именно так себя чувствовать, человеку надо уколоться. Постепенно доза, естественно, вырастает, и без наркотиков практически становится невозможно. Потом дальше уже начинается все остальное. Нехватка денег, начинают воровать, начинают бомжевать, начинают просить, унижаться, все остальное такое прочее. До 35% всех имущественных преступлений, зарегистрированных в Абхазии, совершаются наркоманами. Естественно, в отношении него будут приниматься законные меры. И он попадет вот в такое заведение, а это далеко не курорт. Выйдет он отсюда, опять начнет принимать наркотики, опять он вернется сюда. И вот так вся его жизнь будет проходить из пребывания в камере, небольшой период пребывания на воле, потом опять в камеру, и вот так бесцельно пройдет вся его жизнь.
Почему же люди начинают принимать наркотики? Причин множество. Кто-то считает, что ему не везет в жизни, кто-то пытается подражать своим друзьям, кто-то просто от скуки, хочется попробовать что-то новенькое. Обычно такими любознательными бывают дети школьного возраста. Я знаю детей, которые и раньше начинают колоться. Вот в нашем районе я знаю детей, которые колятся намного раньше. Я пробовала с ними разговаривать, но они мне сказали, что я уже отстала от жизни, и это модно. Это просто модно. Я хотела бы предупредить о том, что наркотик – это такое сильно действующее средство, которое мало с чем сравнимо. Последствия будут ужасными. Просто даже не начинать ни один раз, ни вот этот вот разочек попробую, и все на этом. Не получится этого просто-напросто. Вот стоит разочек попробовать, и все уже, считай, что ты уже пропал. Считай, жизнь твоя потеряна. Будешь просто существовать ради того, чтобы вот найти себе какую-то дозу, уколоться и так далее. Не пробовать. Это не нужно. Если было хорошо, много умных людей, нормальных людей, все бы занимались этим. Но человек теряет работу, теряет всю семью и опускается на самое дно. То есть начинается все с маленького, с травки, ну а потом дальше больше. Ни в коем случае не пробовать ни одно, ни второе, ни третье. Когда попробовал, ты уже знаешь, что это такое, и практически жизни нету. То есть ты уже не хозяин сам себе. Наркотик контролирует тобой. Молодому человеку, в обществе которого стали употреблять наркотики, стоит задуматься, нужно ли ему это. Своя собственная поломанная жизнь, горе и несчастье семьи, покалеченное потомство.